И цветочки сделали сами. Да. Так, да, по возможности, но все равно женщины стараются, да, украшать, и мы как бы сильно их в этом, конечно, не ограничиваем. Просторные светлые комнаты, красивые занавески, чистые санузлы и даже библиотека на 3000 книг. В таких хороших условиях живут работницы Жешевского фанерного комбината, отбывающие свой срок за преступления. Причем порой особо тяжкие. Например, эта молодая женщина попала в колонию по особо тяжкой статье. Через 20 дней она выходит на свободу и рада, что уже 3 года работает на ЖФК и может помогать своей дочери. Есть дочка 13 лет. Вот алименты, все платим. То есть здесь побольше зарабатываешь, соответственно, побольше уходит домой. Ну, то есть зарабатывать-то получается? Получается, да. Ну, на руки немного, потому что все уходит на алименты, но зато ребенку все уходит. Первые осужденные 25 человек появились на ЖФК летом 2013 года. Предприятию катастрофически не хватало рабочих рук. Все расходы на оборудование помещений и установку мебели, решеток, коммунальные услуги комбинат взял на себя и не прогадал. Ведь у этой категории не бывает проблем с дисциплиной. Они не употребляют спиртного и не опаздывают на работу в силу специфики содержания. За примерное отношение к учебе, к труду, за возмещение ущерба, причиненного преступлением, они переводятся по решению суда на участок колонии поселения. И если у них один из главных критериев – это состояние здоровья, то есть пройти медкомиссию, если все хорошо со здоровьем, они трудоустраиваются здесь, на Жешевском фанерном комбинате. Ухтинец Николай Поповцев попал на скамью подсудимых сразу после окончания школы за разбой. Сейчас он квалифицированный специалист. Оператор полуавтоматической линии реборасклеивания. Пока по 3-му работаем, но сейчас уже на 4-й сдаваем. 3 месяца осталось. График, как обычно, день-ночь, отцепной выходной, то есть как все работают. У кого-то 5-дневка, у кого-то вот так 2 через 2. По словам осужденных, на этом предприятии они чувствуют себя наравне со свободными людьми. Это очень мотивирует держаться за работу, тем более, что за малейший проступок можно опять загреметь на зону. Есть в таком редком не только для коми-опыте еще один нюанс. Вы посмотрели, какие замечательные здесь условия. Насколько сегодня продумано человеческое отношение к этим людям. Они себя здесь чувствуют, они чувствуют к себе уважение здесь. А когда они появляются в обществе, они теряют вот это уважение и теряются сами. Отношение в обществе к ранее судимым по-прежнему, по мнению общественников, остается негативным. Между тем, опыт ЖФК показывает, подобный вид адаптации осужденного к будущей жизни на свободе вполне успешен. Однако предприниматели не спешат его перенимать. Возможно, нужна помощь государства. Мне кажется, что в данном случае нужно посмотреть с точки зрения, может быть, оказания каких-то льгот предпринимателям, которые возьмут на себя такую нагрузку. Когда они почувствуют, что это такие же люди, причем я обратила внимание, я подходила, спрашивала и те, кто работают, и какие взаимоотношения в цехе, однозначно говорят о том, что легче работать с этими людьми, потому что здесь присутствует более высокая ответственность за дисциплину. Всего с 2013 года через комбинат прошло больше 850 осужденных. Четверть из них освободилась условно-досрочно. А 4 десятка бывших сидельцев решили связать свою жизнь с этим предприятием. И остались жить и работать в Жешерте. И даже обзавелись семьями. Наталья Литкевич, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.